Образование, в принципе, достаточно хорошее. Но менять можно преподавателей на более молодой коллектив. Ну, вообще, я в школе всем доволен. Ну, и качеством образования тоже. В Союзе лучше было образование. Я далек от этого. Но по интернету все жалуются на образование. Качество образования того времени, когда мы учились, было несравненно выше. Это бесспорно. Вот эти эксперименты с реформами в системе образования, они, увы, не дали, наверное, тех ожидаемых результатов. Дети элементарно не знают достаточно значимые события там, в историческом плане. Дети совершенно не читают. Школа не обязывает как-то не приучать к этому. Моменты, которые желательно изменить. В частности, допустим, сама подача урока, дисциплина, может, какие-то новые технологии внедрять, что ли. Современное образование здесь, да, устраивает, почему нет? Нет, качеством образования недоволен. Ни в современной школе, ни в высших учебных заведениях. Это уже старая система образования, и надо что-то менять. Надо равняться на западные университеты. У нас ставят оценки не за знания, а за посещение, можно так сказать, в университете. Если ты не ходил на пары, но все знаешь, тебе никто не поставит. Состав хороший, учителя, и вообще общение такое вот. Я доволен, что вот дети учатся здесь. У меня 2 внука учатся в 11-й гимназии тоже. Отлично. В наше время так не было, а сейчас просто прекрасно. Конечно, недовольна, потому что, самое главное, родного языка у нас нет. Изучение родного языка в школе у нас не происходит, оно какое-то стихийное. Вроде бы государственный язык, изучение родного языка ставят на самый последний урок или там через урок, дети ждут. В итоге получается, что не изучаем. Это уже с 2014 года продолжается, и никак к этому ни к чему не придем. По всему остальному, что мне сказать, это тоже оставляет желать лучшего.